Механика, физика, программирование. На основе этих наук появилась робототехника. Еще несколько лет назад роботы были героями фантастических фильмов, но уже сегодня они заняли особое место в жизни человека. Робототехника стремительно развивается и в Северной Осетии. В прошлом году состоялись первые республиканские соревнования, а в этом году пройдет первенство Северокавказского федерального округа. 25 апреля во Владикавказе, здесь, в IT-парке «Ланя», соберутся лучшие команды Северного Кавказа. В первенстве примут участие подростки до 17 лет. Соревноваться роботы будут в 4 видах. Участники выявят самого быстрого, ловкого и сильного робота Кавказа. Организаторы надеются, что подобные встречи будут способствовать развитию робототехники на межрегиональном уровне. Наше первенство дали согласие посетить 2 крупные организации, занимающиеся робототехникой в России. Это Технолаб и компания Лего. Они представят свои разработки, свои комплекты оборудования на нашем мероприятии, проведут мастер-классы с нашими преподавателями и детьми. Мы направили приглашение на участие в нашем первенстве командам из Кабардино-Балкарии, со Ставропольского края, с Чеченской республики, с Республики Дагестан. Естественно, наша республика будет принимать активное участие в этом мероприятии. Робототехнику в Северной Осетии развивают не первый год. Этим занимается Республиканский центр детского технического творчества. Детей знакомят с базовыми знаниями математики и физики. Центр учит детей программированию, конструированию, развивает нестандартное мышление. От мастерства юного программиста зависит успех работы в соревнованиях. В комплекте вот этом Лего есть программируемый блок управления. То есть в него закладывается программа, согласно которой робот выполняет какую-то задачу. Он автономный полностью. То есть он не управляется извне. Он управляется только программой. А программа выполняет те или иные действия в зависимости от того, какие данные она получает на датчик. Полностью составляет ребенок. То есть он составляет программу. Например, робот должен объезжать препятствия. Да? То есть ребенок что? Ставит, грубо говоря, на робота датчик расстояния, который будет показывать, обнаруживать препятствия, да, и пишет программу. То есть, если, допустим, на каком-то расстоянии робот что-то заметил, он бац и объезжает, допустим, это препятствие. Для команды Северной Осетии это уже 2-е соревнования. Есть опыт наработки, а значит и шанс на победу. Следующей ступенью для юных робототехников может стать участие в форумах всероссийского и европейского уровня. Фатима Кличева, Валерий Гадиев, Осетия ТВ.